Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 4 марта. Это пятница. Смотрим с вами все знаки зодиака на колоде «Цыганский пасьянс». Начинаем с Овнов. Овны первые. События для Овнов 4 марта. Пятница. События дня 4 марта. События для Овнов. Покажите. Так, Овны, смотрим, что там у вас будет за события. Свидание первое, что вижу. Дорога уже нельзя, свидание держит карточку. Верность, лебедь. Ага, еще успех вот есть. Успех. Так, это я повернула вот так. Верность. Ну, для тех, кто в паре, да, кто находится уже в браке, это показывает гармоничные отношения очень. Решение вопросов, ножницы. Замок. Открывается какая-то информация тайна или что-то может быть закрыто в этот день. Свечи нельзя. Победа. Победа, достижение, результат рядом с ножницами, да, то есть решение каких-то вопросов. Например, там победа в суде, да, как вариант, может так вместе проиграться. Шарики нельзя. Здесь нет и здесь нет совпадений. Получается свидание, успех в этот день, да, то есть на вашей стороне успех. Решение вопросов, победы, достижения, гармоничные отношения в паре и, может быть, что-то закрыто, связано с замком. В этот день какая-то ситуация. Ну, либо откроется какая-то тайна, секрет. И так проигрывается. Благодарю за внимание, Овны. Перехожу к Тельцам. Меняем значок, смотрим события для Тельцов. 4 марта. 4 марта, пятница. Марта, пятница, Тельцы, события дня. Покажите мне. Конфликт. Первое выпадает. Либо очень сильное желание, да, как-то насолить, отомстить человеку. То есть вы очень злы на кого-то. Деловая встреча.
Сундук — это прибыль, получение прибыли. События в месяце, то есть какое-то событие, которое периодически с вами происходит. Так, смотрим периметр, что здесь. Рыбу нельзя. Подарок. Только тогда сюда нужно положить. Подарок еще может быть. Возможно, навстречу пойдете с подарком. Или навстречу вам подарят, да, какой-то подарок, презент. Так, получается у вас, смотрите, конфликт в этот день очень сильный, очень. Выяснение отношений. Или же, если вы с кем-то поругались недавно, тогда это будет желание отомстить человеку, вы будете очень злы, обижены на этого человека. Получение прибыли, событие, которое повторяется каждый месяц, да, вот произойдет в этот день, деловая встреча и какой-то подарок, презент выпадает у вас. Вот такие события, тельцы. Благодарю за внимание. Перехожу к близнецам. Сейчас вот так наведем порядки. Близнецы, смотрим. Солнышко. Это прекрасное настроение. Да, то есть событие показывает, что у вас хорошее настроение, вы себя хорошо чувствуете. События в месяце. То есть это что-то, что происходит с вами каждый месяц. Может произойти в этот день. Так, и смотрим периметр. Что здесь? Нет совпадений здесь. Нет, нет. Нет, нет. Болезнь. Болезнь – это вы себя можете плохо чувствовать, да, уже вот, скорее всего, ближе к вечеру последнее событие. Или, как вариант, еще посещение медучреждения может быть. Так, здесь нет совпадений. Получается у вас радостное настроение, да, в течение дня. Затем идет какое-то событие, которое с вами повторяется каждый месяц. И болезнь, череп, болезни, либо посещение медучреждения. Вот такие события выпали, близнецы. Благодарю за внимание. Перехожу к ракам. Посмотрим сейчас, что ракам этот день приготовил. Так, раки, смотрим для вас, что тут будет.
общение с другом, встреча, переписка, в общем, какой-то контакт с другом, подружкой. Удача, везение. Слезы нельзя. Дерево нельзя, уже зафиксировано событие. Конверт – это получение. Может быть получение документа, получение справки, получение посылки, новости, да, тоже. Да, смотрите, очень может быть казенный дом. Казенный дом, получение какого-то документа, да, то есть вы идете в госучреждение получать какую-то справку, бумагу, не знаю, что-то регистрировать, в общем, какие-то такие бумажные дела. И завистники еще есть здесь. Завистники. Сейчас я еще проверю периметр, посмотрим, что периметр покажет. Периметра не вижу. Совпадение. Получается, первое событие было общение с другом, подружкой в этот день. Удача, везение, посещение госучреждения, госструктуры какой-то. И там, скорее всего, что вы получаете справку, документ, бумагу, паспорт, не знаю, в общем, какую-то бумажку. И завистники еще могут быть в этот день вокруг вас, да, крутиться. Так что, раки, вот такие события. Благодарю за внимание. Перехожу ко львам. Львы. 4 марта. 4 марта. Пятница. События для львов. Покажите мне. События для львов. Лёшки, у вас первый выпадает сразу мешок с деньгами. У кого-то проиграется как траты, у кого-то как получение. Да, тут уж кому как повезет. Неприятность может произойти. Неприятность. Солнышко показывает радость. Я думаю, что с этой неприятностью вы справитесь, потому что настроение улучшается. Возможно, потратить придется, да, для того, чтобы разобраться, нужно будет потратить деньги, как вариант, например. Обман. Смотрите, неприятность может быть связана с обманом. Вас обманут. Так что будьте начеку. Все проверяйте, да, все, что покупаете или все, что вам говорят в этот день. Особенно, если что-то подписываете, допустим, в этот день какие-то бумаги важные. Может быть обман. Так, смотрим периметр. Что здесь? Исполнение желания. Первое, что вижу. Здесь нет. Тут нет карточки, нет. Нет, успех. Успех можно. Успех будет. Успех в делах.
И колокольчик нельзя. Смотрите, у вас получается... Время нельзя, потому что зафиксирована карточка. У вас, получается, происходит какая-то неприятность, какое-то ЧП. Да? То есть, очень часто это наши какие-то ошибки. Да? Вот, например, вы сами обманулись, да? То есть не проверили что-то, и вас обманули, вы обманулись, произошла неприятность. Поэтому тут очень важно по неприятности следить за каждым своим действием в этот день. Да? То есть все перепроверять. Тогда, возможно, удастся избежать этой ситуации. Также будут еще траты, будет хорошее настроение, так что не переживайте, даже если что-то произойдет, вы точно с этим справитесь. Да? Настроение улучшается, появляется какой-то успех, вы еще что-то, даже вот у вас что-то получится, и исполняется желание. Вот главное у вас, скорее всего, это будет первая половина дня. Неприятность, связанная с обманом, вам надо как-то вот избежать вот этой ситуации. Благодарю за внимание, львы, перехожу к делам. Так, девы, 4 марта. Марта. События для дев. Покажите мне. Общение с подружкой, другом в этот день. Ну, может быть, звонок, переписка, да, как вариант. То есть не обязательно прям встреча. Свидание может быть у вас. Неприятность. Подарок. Смотрим периметр. Якорь нельзя. Здесь нет. Так, здесь нет. Нет. Череп. Череп – это плохое самочувствие или посещение медучреждения. Так, нет. Нет. Нет совпадений. Смотрите, получается общение с другом, подружкой в этот день, свидание в этот день, подарок, посещение медучреждения или состояние здоровья не очень, но тоже будет ближе к концу дня, и неприятность. Да, вот вам нужно как-то постараться избежать вот этой неприятности. Очень часто она проигрывается, да, как наша какая-то ошибка. Что-то мы не досмотрели, не досчитали, да, то есть что-то где-то забыли, неправильно заполнили, не туда отправили. Понимаете, вот такие вот наши, да, ошибочки, которые мы периодически все совершаем. И вот если вы будете внимательны к каждому своему действию в этот день, перепроверяйте просто себя, тогда, возможно, вам удастся избежать, да, то есть вот этой вот неприятности. Потому что эту неприятность потом приходится, да, вот все приходится переделывать, решать эту ситуацию. Поэтому лучше ее избежать, чем потом с ней справляться. Благодарю вас за внимание, девы. Дальше я перехожу к следующим знакам зодиака. Это от весов до рыбок. Они у меня будут во второй части видео. Если вам нужна вторая часть, да, следующие 6 знаков зодиака, вы можете пройти по ссылочке, да, под этим видео в описании.
Есть ссылка на вторую часть. Вы нажимаете, сразу переходите. Если, да, каким-то образом вы не можете это сделать, вы можете мне в комментарии написать, что вам нужна вторая часть, и я вам просто в комментарии ее оставлю. Так что благодарю вас за внимание, жду вас во второй части.